Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Оу май. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, тогда не было звука. У кого? У меня шум был белый. Бывает. А что хотели пообщаться? Могу поддержать, если не будете против. Не буду Я не против. из Украины, если вы на этом темнике сидите. Что еще раз? Я говорю не из Украины. Да я вижу, что Германия светится. Ну, тут же тоже много украинцев сейчас. Как давно проживаете в Германии, если не секрет, конечно? Больше, чем хотелось бы. 8 лет будет. Неплохо. А переехали откуда? Я жила до этого в Италии. В Италии. А до Италии? До Италии я жила в Риге. Я думаю, откуда просто язык русский чистый. Я родилась в Москве, но в Москве я жила до 2-летнего возраста. Неплохо. В Риге... Русский учила как иностранный, кстати. Чего, блядь? А родной язык какой? Дома мы говорили по-русски. Ничего не понимаю. А почему-то учили русский язык как иностранный. Ну, у меня такая жизнь была. Я училась в элитной школе, у нас было 5 человек детей в классе, и мой учитель русского языка был немец. Он говорил с жутким акцентом, и это были 90-е, он был завернут вообще на эзотерике и всяких вещах, поэтому русский язык мы не учили. И в моей школе это уже было как иностранный язык. Ну, обалдеть. Это в московской школе, да? Нет, в Москве я жила до 2 лет. До 2 лет. Ё-моё. В Риге это было. То есть в Риге вы общались на немецком языке? Нет, на латышском. А на латышском? Так родной все-таки латышский? Дома я общалась по-русски, а учитель был немец. В Риге просто, ну, как бы в тех кругах, там интеллигенция, все такое. Там много немцев было. Еще тогда, даже в советские времена и в поздние. Там же это все было по-другому. Ну и как там жить в Германии сейчас? Что-то так тяжко вздохнули. Ну, у них же есть такое вот, в русском языке есть понятие «родина», да? В любом в языке есть немецком, понятие родины. да, но только как синоним есть и родина, насколько я знаю. В немецком языке есть Vaterland, Mutterland, да? Ну, то есть, Ну, если буквально перевести, ну, земля отца, земля матери, да? ну. Вот это и есть родина. Ну да, Ну, и родина как тоже есть отдельное понятие. Но я к чему говорю? У них есть такое распространенное выражение, что tut mir leid für Vaterland, да, как мне жалко моей родины, земли отцов. Ну, вот так хочется вздохнуть и сказать, жалко. а что случилось такое глобального? Глобально, я думаю, что Ну, больше за что вы всего, сейчас жалеете Германию? Что не так? но если мы будем говорить как бы с позиции русского патриотизма, может быть, жалеть-то не о чем. Да что ты, черт побери, такое несешь? А если говорить о том, что все равно место, где ты живешь, да, сад, за которым ты ухаживаешь, ты воспринимаешь как свой дом. Ты видишь людей, которые там не такие, они просто люди. И ты видишь, что они утрачивают свои корни или там свои традиции, или у них отнимает там способность к критическому мышлению и так далее, да. Поэтому, когда я говорю со стариками немцами, они делают, ну, те, которые книги читали или там детство помнят, они говорят про Вермерскую республику. Так оно и есть, и очень понятно. И, то есть даже феномен прихода к власти Гитлера, он в такой вот среде, он абсолютно понятен. Потому что деградация происходит на всех планах. Я уж не говорю про инфляцию. А вы себя считаете по национальности, вы кто? Где ваши корни?
Я себя идентифицирую как русскую, как русского человека. Мгм. И горжусь этим. Хотя, конечно, это все равно, что гордиться, что ты в пятницу родился. Ну, это так. Когда наступают тяжелые Очень времена, интересно. люди все равно Очень самоопределяются. интересно. А что это почему так родился в пятницу? Почему такая ассоциация? Ну, потому что человек не выбирает, какой национальности родиться. А, Там значит, уже вы, вы, огромное вы, вы- вы количество... жалеете, что вы родились русской. Нет, я же сказала, я горжусь. Вы плохо меня А тогда слушаете. почему говорите, все равно, что родиться в пятницу? Но если выше посмотреть на это, да, как человек может, ну, как бы выше себя ставить другого человека? Мы все от Бога. Но я Ну вот именно идентифицирую себя Гитлер как этим начал русская. заниматься. Гитлер тем и Кем? начал заниматься. Ну, Выставлять что он немецкую, одну нацию, да, немецкую расу выставлять выше, чем другие остальные. Называется да, нацизм, да. если вы не Поэтому я и знали. говорю, что я горжусь тем, что я идентифицирую себя как русского человека, и никем бы другим бы Вы в себя этой жизни считаете русской или идентифицируете? Мне вот одно непонятно. идентифицирую. А Ну, считаю. считаете? Большая разница. Считать можно считать попугаев или хвосты. Ну, я русский человек. Я сказал не про счет. Я Считать можно и отнош- пальцы на руках, на ногах. ну, я Вы отношусь вы к кто вообще? русскому Вы человеку. русская или нет? Я русская. Я же вам ответила 1000 раз. Не скрываю этого и Странная горжусь. какая-то у вас позиция, блин, вообще. Почему? Ну, потому что. Ну, в чем странность? Я Как давно говорю, были в что России? в другой жизни. Ну вот видите. А вы Ну, говорите, кажется. я родиться в России все равно, что родиться в пятницу. Нет, я Ну, такого то не сказала. Чего же вы врете-то? Это все равно, что гордиться, что ты в пятницу родился. Это все равно, что гордиться, что ты в пятницу родился. я Я не вру, сказала, у меня гордиться запись. национальностью. Ну вот переслушайте внимательно. Я М, стараюсь отвечать за свои слова. Гордиться национальностью, любой национальностью, Чё это без все г- равно, что Ну, гордиться днем, в который ты родился. Человек не выбирает, в какой то есть семье, вы, ну вы не в русская. какой Вы не стране. русская. Я русский человек. Нет, вы не Я русская, горжусь. вы Русь. Есть такое понятие вы Русь. Ну ты дурак, значит, Ну, пусть будет так. полный. Да. Да, дурак Конечно. ты, дурак. Иди ты. Не завидуй. 2 hours later. Ба, да это же знакомые мне лица. О. О, У меня к вам вопрос. Задавайте. Вы меня обозвали в прошлый раз, мы с вами виделись? Как я вас М, обозвал? Вы Русью. Ну, Не поняла все-таки ход вашей мысли. Я вас то, ну что... давайте начнем по новому. Ну, только давайте все-таки будем не ради контента стараться, а адекватнее к Естественно. этому Да, относиться. конечно. Вот. Я сказала, что я русский человек. Я считаю и идентифицирую себя как русского человека. Горжусь этим. А дальше я развила мысль, которая Мгм. не имеет напрямую отношения к русской национальности или какой-то другой. Что человек не выбирает, кем он родился. Но если он родился, то в какой-то момент времени он понимает свою самоидентификацию. Вот и Мгм. все. Ну, Я и просто считаю, что если вы блогер, Нет. да, я не блогер. да, конечно. Нет. Вы мне Ну, сказали, это же... для вас какой родной язык? Я же вам говорила, русский язык для меня родной язык. И вы мне Это- сказали, что родиться в России все равно, что родиться в пятницу. Нет, это вы гоните. Я себя идентифицирую как русскую, как русского человека. Мгм. И горжусь этим. Хотя, конечно, это все равно, что гордиться, что ты в пятницу родился. Ну, это так. Вы, наверное, не слышали? Серьезно? Абсолютно. А. Пересмотрите свою запись. Да я вот Я еще, сказала, я что еще не помню. гордиться. Мы задели вопрос как раз-таки, да, мы говорили о национализме, и вы упомянули как раз-таки Рейх. Поэтому, когда я говорю со стариками немцами, они делают, ну, те, которые книги читали или там детство помнят, они говорят про Вермерскую республику. Так оно и есть, и очень понятно. И, то есть даже феномен прихода к власти Гитлера, он в такой вот среде, он абсолютно понятен. Ну, в контексте того, Я что Рейх понимает. упомянул.
Да вы вообще, что ли, пьяные были? Да, да, прям. Я к тому говорю, что человек не может гордиться тем, кем он родился. А В вот процессе 18-го становления, вы мне но в сказали процессе изначально, становления... не надо тебя перебивать. Вы мне сначала сказали, что для вас русский не родной. Да, Это да, вы да, да. опять Это было говорите. 18-го. Я никогда не... Я сделаю ролик, вы потом его посмотрите. Послушайте, у Так, вас теперь мне хоть надо какая-то, ну там 18-го. маломальски аудитория есть. Да, 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 Я сказала, маломальская. что У меня отличная русский аудитория. для меня Ребята это все услышат. Вы сказали, что для вас русский не родной, и вы учили как не родной. Так, Я тут учила плюс. русский как иностранный язык, но тем То не есть это менее ваш не родной язык, а вы я русская. жила в стране и в тех обстоятельствах, где мне Так, преподавался русский язык, мой родной, по которому говорила со мной мама и папа, и так до какая сих вы пор тогда говорят. русская-то, я не могу понять. Я Ну, сделаю вам, ролик, наверное, нужно просто тогда это. поучить историю, как развалился Советский Союз и Зачем как мне это? жили Я родной. знаю, я жил это время. Да, вы плохо знаете. Вы Ладно, какого года лучше рождения? живите. Ну, сейчас Ну не надо только убегать, это посмотрим. будет слив. Потом сказать, что опять я вас перелистнул, тогда это так. А какой ваш родной язык тогда, если не русский? Мой родной язык русский. Вы мне говорите, что Я у вас вам не это родной. говорила, Вы его только что сказали, вы учили как не родной, это как? потому что я жила в стране в тот момент, когда я ходила в школу, когда я На пошла в том языке школу. вы говорили, в то время на каком языке вы говорили? Я говорила по-русски. Но это были 90-е, и мне русский стали преподавать как иностранный язык в моей школе. Ничего не понимаю. Вы что, тупой совсем? Не надо меня Идите оскорблять учите пытаться. историю. Ну, Не потому надо что меня вы пытаться оставляете... оскорбить. Просто это настолько зашквар ссориться со своими людьми. Это Я не просто ссорюсь пипец. с вами, я не могу понять вашу логику. Разъясните, тогда поймете. Не надо мне говорить, что мне делать. Я не скажу, куда вам идти. Не надо уходить. Если что,